31 мая – День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и голода, повлекшего гибель миллионов человек. Репрессии затронули миллионы советских граждан. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 миллионов человек. В период с 1920 по 1953 год только в Казахстане было осуждено более 100 тысяч человек. К 25 тысячам была применена высшая мера наказания – расстрел. В период массового голода 1932-1933 годов в Казахстане погибло более 1,5 миллиона человек, более 600 тысяч казахов покинули пределы страны. Политика властей вызвала вооруженные выступления, которые были подавлены. В 1928 году были арестованы почти все активные деятели партии Алаш, среди которых Ахмет Байтурсынов, Дулатов, Жумабаев и другие. Репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и 1,5 миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан. Казахстан – территория лагерей. В советское время на территории Казахстана действовал крупный исправительно-трудовой лагерь Карлаг. За время его работы в Карлаге побывали более миллиона человек. В республике находился и уникальный по своему назначению Алжир – Акмолинский лагерь жен изменников Родины, контингент которого составляли жены осужденных за политические преступления. На эти годы пришлось и массовой депортации целых народов Казахстана. Участники демонстраций, проходившие в СССР в декабре 1986 года, в независимом Казахстане также приравнены к жертвам политических репрессий. В 1993 году в Казахстане был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Цель его принятия – восстановление справедливости и возмещение понесенного пострадавшими ущерба. В Акмолинской области сейчас действует мемориальный комплекс, посетители которого могут ознакомиться с историями тысячи погибших узниц лагеря. В 2017 году в Алматы также открыли памятник жертвам голода в Казахстане. Социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в 20 веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого.